Всем привет, ребята! 14 января, старый Новый год. Я еще застал, ребят, те времена, потому что даже 2 месяца, ребята, прожил в СССР. Родился 91-го, 14 июня. Ну, как многие знают, что в августе СССР распался и стал уже непосредственно Россия. Глубинка, ребята, Республики Коми, поселок. И этот сезон, этот год, ребята, зимний сезон 2024, я начинаю с большого путешествия. Сегодня, ребят, я выезжаю в далекие края. Для меня прям далекие, но так получается, что по времени они будут не особо долгие. Потому что, ребята, до Москвы я буду добираться на самолете. Первый раз лечу, ребята, даже такой мандраж, ну, когда-то надо пробовать, правильно? Соответственно, 30 лет уже отжил, а на самолете еще ни разу не летал. А вот сегодня и попробуем. В общем, ребята, глубинка, поселок, деревня, 300 человек населения. Сегодня выезжаю до Сыктывкара. Сегодня у меня посадка, вылет. Доезжаю до Москвы, ну а потом в Тверь, ребята, в Тверскую область. Все началось с создания телеграм-канала. Я создал его, может, месяц назад. Там у нас уже 1700 человек. Общаемся, поздравляем с праздниками, с добрым утром, добрый вечер, какие-то нюансы. В общем, погода и так далее. И так получилось, что в личном сообщении написал мне человечек, попросил адрес, отправил посылочку от души, кто смотрел, ребята. Посылочка от Пашки, крючки, поводки, помните, ребята, кто смотрел? Ну и, в общем, так получилось, что с человечком начали общаться, начали списываться, разговаривать, начал делиться своими моментами по рыбалке. И, в общем, говорит: Андрюх, приезжай, говорит, ко мне в гости на рыбалочку, съездим. Я езжу в одно место, очень интересно, сам живет в Москве, но ездит в Тверскую область. Непонятно, конечно, известно это водохранилище или это какое-то озеро, или неизвестно. Но, в общем, он там постоянно рыбачит, постоянно отдыхает с семьей, с друзьями. Я так понимаю, что там база, хорошая база на берегу. И, в общем, жерлицы, ребята, и рыбалка на судака, на жерлицы. Для меня это интересная рыбалка. Я никогда не ловил судака. У нас здесь есть, но очень мало. А там именно в количестве, в качестве. В общем, ребят, как-то так. В общем, 16:00 сейчас, ребята, сейчас 4 часа вечера. Смотрите, как удлинился день. Прям плотненько так. Уже, смотрите, уже вот на час. Еще неделю назад в это время уже было темно, а сейчас вот только-только начинает темнеть. В 18 часов, ребята, у меня отсюда маршрутка. Я еду до Сыктывкара. В 9:50 у меня посадка. В общем, лететь всего лишь 2 часа. Ну и, в общем, в Москве уже будет встречать Паша. Ну а так, выезжаю до Сыктывкара, ждет Василич. Он меня там довезет до аэропорта. Короче, как-то так. В общем, ребят, домой. Небольшие сборы. Я только-только приехал. А сборы-то вообще ни о чем, потому что еду просто налегке. Жестко, плотно, налегке. В общем, ребят, давайте начинаем. Еду на неделю. Погнали. Вещи, ребята, у меня ручная кладь, 5 килограмм. Кстати, очень удивился, что билет на самолет стоит, ну, в данный момент лечу до Москвы всего лишь на 2000 дороже. Ну, соотношение, ребят, багажа идет дальше сумма. Ручная кладь у меня, в общем, 5 килограмм, ребята, самый бюджетный вариант. Если вы хотите ручную кладь 10 килограмм, еще плюс сумма. И получается, если вы хотите еще багаж, допустим, там 10 килограмм, то, соответственно, вообще там другая сумма. В общем, у меня ручная кладь, ребята, это будет рюкзак. Габариты 40 на 30, высота 30, в общем, 5 килограмм. Естественно, здесь гаджеты, ребят, документы, вещи, потому что все организовывает Пашка. Снасти, в общем, короче, организовал все полностью он, и нам так было удобнее прилететь мне в Москву ночью и ехать до Тверской области, ребят, на машине именно в ночь. А обратно уже я полечу, поеду на поезде. Так что все, вот билеты куплены, как-то так, ребят. Ну, в общем, все, пакуюсь. У меня новенький гаджет, ребята, хочу его в эту поездку взять, потому что будем рыбачить судака, жерлицами, ну и хотим рыбачить вибами, пробовать ночью. В общем, охота именно, ребята, его половить на удочку. Но опять же, Пашка говорит, очень много леща, местные ловят ночью в палатках. У Пашки уже палатка завезена, он был там новогодние праздники. Печка, палатка, у него все уже на базе. Соответственно,
Что-то будем думать, что-то будем придумывать. Так, у меня до отправки, ребят, часик остался, так что я потихоньку собираюсь. У меня, ребята, есть вот такой гаджет, подводная камера. О, приобретал уже очень-очень давно ее, ребята, от компании Calypso. И сейчас они начали производить вот такие холотики, ребят. В комплекте вот такая сумка идет. Сумка одевается так на грудь, я понимаю. И вот, в общем, холот у тебя вот в данный момент здесь. Вот такая коробочка. Ну, на коробочке сразу, ребят, показано экран 3,5 дюйма, увеличен цветной, режим зум природного слоя и 60 градусов угол обзора. Температура от минус 30 до плюс 50. В общем, вот такая коробочка, ребят. Так, документы, наклейка. Сам, ребята, эхолот. Вот такой небольшой. Кстати, есть резьба под штатив. Можно его. Сам датчик, получается, USB кабель и поплавок, соответственно, который продевается шнур, и чтобы в лунке он плавал. Ну, вот как-то так, ребята. Вот хочу его взять с собой и попробовать. Ну, на водоеме, понятно, откалибруем его, потому что так часто его не откалибруешь. Короче, сканировано для глубины, ребят, 30 метров. До 30 метров. А жерлицы будем ставить и 10, и 8 метров глубина. Так что будем поглядеть. В общем, такой помощничек, ребят, у меня сейчас приобрелся. Ну, понятно, под мои условия, может, в принципе, он и не подходит. Потому что у меня все-таки рыбалка такая. Это все-таки вот кто занимается вибами, ратлинами. Или вот леща вот зимой ловит. В общем, здесь даже, ребят, смотрите, держатель для датчика эхолота. Струбцины есть. В общем, можно и летом с лодки использовать. Ну, как минимум, вещь прикольная. Температура, глубину показывает. Это уже как помощник все равно будет, ребят. Так, все. Мне главное ничего не забыть, ребят. Самое главное, документы. И все в этом. Еду, ребят, в старом костюме. Еду прям в костюме, потому что, ну, всю одежду придется одеть на себя, чтобы у меня только влезли вот свои необходимые вещи. Новый костюм не одеваю. Погода нас встречает классно. Если у нас здесь 25 минус, то в Твери, ребята, минус 1, минус 5 будет у нас всю недельку. И погода у нас вот такая, прям крутая, теплая. Охота, конечно, взять какие-то свои вещи. У меня много барахла, тех же снастей, но, к сожалению, увезти я никак не могу. На будущее, ребята, если такие поездки у меня будут намечаться, заранее надо просто отправить транспортной компании до человека и уже потом ехать налегке. Так, ну все. 5230. Ну, в принципе, нормально, ребят. В принципе, нормально. 230 грамм, но там можно достать пару банки, и все будет классно. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Бронировали одно место, едете? Да, конечно. Будет серебристый микроавтобус 785 номер. Все, понял, где-то минут 15, да, я так понимаю. 15-20, да. Спасибо. Да, до свидания. Да, всего доброго. Так, друзья, ну что, столица Республики Коми, город Сыктывкар, 100 километров позади. Первый этап транспорта пройден. Подъехал на автовокзал, точнее на ЖД вокзал, извиняюсь, ребята. Ну, вот так он выглядит у нас. Ну, мне нужен аэропорт. Где-то Васильевич должен меня ожидать, сейчас позвоню. Красота, блин. Ехал на микроавтобусе, впереди, блин, парнишка что-то топил печку как не в себя. Я говорю, ну-ка давай сбавь, я говорю, в бушлате еду.
все, ребят, погода шикарная. Морозики упали. Короче, звоню Василию. Василич забрал меня. Всем привет. А вот такая, ребята, у нас новогодняя коммуна. Это главная улица центральная города Сыктывкар. Сколько, Василич, населения? 200, да, где-то? Ой, я не знаю, ну, наверное, где-то Такая так. суета, ребята. Из поселка выезжаешь, одни собаки бегают. Что в Москве будет твориться, ужас, короче. У нас часик есть. Мы сейчас решили кофейку хапануть и потом на аэропорт. Так что вот такие дела, ребятки. Ну вот. Сегодня Старый Новый год, кстати. Красота, все мигает, блестит. Собачки бегают, котопсы, Не блин. только у вас, Да, здесь да, тоже. да. Ладно, едем кофе пить, ребята. И там все так деликатно сделано. Там, если вот так расправить, понять не получится. Не сможет сделать вообще. А там, видимо, точно еще- лазерно все делано. Да, там микро вот это все Да, байка. да. И он там говорит, все, он там все говорит, этот продул, там подчистил, короче, все нормально. Ой, у вас тут что-то стоит. Хитрый глаз. Извините, пожалуйста. Что, ребятки, вот и аэропорт. Так вот выглядит у нас в Сыктывкаре. Кому может быть интересно. Короче, пойдем потихоньку разбираться. Сразу буду говорить, я с деревни. Я первый раз, короче. Два в носовой части, два в хвостовой части самолета. Выходы снабжены автоматическими надувными трапами. Два аварийных люка на плоскость крыла снабжены канатами. Our aircraft has 6 emergency exits. Просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями безопасности. За выключение табло застегните ремни. Пожалуйста, проверьте карман впереди стоящего кресла на предмет забытых вещей. Все, ребятки, прилетели
Все, во Внуково. Аэропорт у меня Внуково. Да и что, нормально, можно летать. Ухо только заложило. Капитально не слышу ничего. Короче, надо, ребята, искать Пашку. Где-то он должен встречать. Здесь, конечно, аэропорт не такой, как в Сыктывкаре. Здоровищий. Ну, в общем, иду, куда все идут. На выход. Тут я прям, я как все домой сюда попадаю. Прям влюбился. Тут, блин, это место пиздец. Да, красота, конечно. Ну что, друзья, ехали и приехали. Все, ребята, мы на базе. Вот наш домик. У Пашки уже все схвачено было, все уже забронировано. Кстати, по дороге проезжали там один населенный пункт. И там у нас уже ждал живец. Здесь столько живца, ребят, здесь такая беседка. Ну, вот здесь у нас будет храниться сорога. Класс. Давайте, отдыхайте. Отдыхайте. Живца, ребята, здесь определили беседку под компрессор. Но в дальнейшем мы его хотим в садочек и водоем. Водоем, ребята, вот прям там сразу же. Ну, вот такая база.
Такая база, ребята. Вот здесь домики. Но сегодня у нас вот этот дом, он абсолютно новый, ребят. Построили его буквально вот недавно. 7 часов утра, ребята, получается. 13 часов я в дороге. Не считая там остановки какие-то. Самолет. Туда-сюда. Ну вот 6:50. 13 часов, ребят, я в дороге. И я на месте. Все, ребят, у нас разгрузка. Мы сейчас будем потихоньку располагаться. Покажу вам дом. Дом, ребята, просто со всеми удобствами. Свет, теплая вода в душ, стиральки, интернет. Короче, есть все, ребят. Ну, а потом покажу, конечно, базу, как все расцветет. Ну, а пока, ребят, мы располагаемся. Что-нибудь перекусим, потому что вообще еще ничего не ели. Пашка топил. Шел снег такой, вот это как раз, ребят, свежий снежок накрапал. В общем, познакомлю с Павлом вас. Все, ребят, немножко рот запинается, надо немножко отойти от дороги. Класс. Впереди, ребят, неделя рыбалки. Рыба есть. Судак, которую я ехал, которую охота половить. Короче, все очень интересно, ребята. Будем разбираться. Вот так выглядит наш домик, ребят. Здесь вот такая беседка. Там я показывал уже, стоят у нас живец. Мангальная зона. Ну, потом Пашка тут все мне экскурсию сделает. Такая огромная баня. На базе никого нету. Ну, а там, получается, уже за забором водоем. Красота, ребят. Сосновый бор здесь. Сосновый лес. Воздух. Круто. В таких условиях еще, ребята, я не рыбачил. Вот первый опыт у меня. А в этой экспедицию все что-то новое. Первый раз на самолете. Первый раз буду ловить живца на жерлице. И первый раз в таких комфортных условиях. Я еще так не рыбачил. Я имею в виду с такими удобствами. Круто. А мы что решили, что будем делать? Ну что, спать не будем, да? Я не знаю даже. Я что-то уже слышу, что вы как бы... Я сомневаюсь, что это. Я усну. Рядом с водоемом. Скорее всего, если мы не ляжем спать, ты проснешься, а я жарить ставлю. Вот так вот будет выглядеть. Тогда нет, тогда не ложимся. Я думаю, надо сначала перекусить что-то. Колбасу. Ребята, у нас то ли завтрак, то ли ужин, то ли обед. В общем, хочу познакомить. Павел. Паша, как, братан, удобнее вообще? Да я не знаю, Павел. Павел. В общем, ребята, вот этот виновник торжества, который все это придумал, пригласил меня, сделал, в общем, помог мне с дорогой даже. В общем, ребята, я не просто так здесь. Короче, мы заехали, ребят, немножко распаковываемся, ну, немножко вот перекус. Сразу, братан, спасибо тебе огромное вообще. Я уже, знаешь, уже под впечатлениями. Это только начало. Это только начало. Рыбалка будет, Паша говорит, по-любому. Да. Живец есть, ребята, немножко покажу наше жилище, так скажем. Ну, круто, круто, ребята. Это новое, да, братан? Помещение вообще. Вот я вам говорил, ребята, под Новый год вот его подделали уже. Вот Паша здесь уже ночевал в новом году. Тут как кухня такая, ребят, смотрите. Ну, кухонка, полноценная кухня, есть все. Не знаю, у нас в деревнях, наверное, у людей такого нету. Все, плита, вода, ребята, холодильник. Здесь санузел. Ну, круто, круто. Такой санузел, ребята. Пожалуйста. Ну и, в общем, 2 комнаты, ребят. Вот такие 2 комнаты спальни. В каждой комнате телевизор. Буду здесь балдеть. Ну, а Пашка вот здесь. Вот так, ребят. Красота. Ну, в таких условиях я еще, ребят, не рыбачил. Сейчас ждем рассвета и потихоньку будем рыбачить, потому что мы решили не спать. Решили вообще не спать, не отдыхать. Займемся рыбалкой сразу же. Я в предвкушении, потом покажу, ребят, базу. Паш, покажем, да? Да, конечно, покажем. Все покажем. Все покажем. Пашка покажет. И базу, и природу. Так что все, ребята, начинаем, как говорится. Все, с дороги, и что-то еще пока нет. Ну, не могу в ритм войти, что-то кипишую, что-то нервничаю. Ну, опять же, как бы... Сколько километров получилось? 360.
От Москвы. Прямо от Внуково. Внуково, да? Точно. От того, где ты меня забирал. И читай, Москва, получается, у меня дома 100 до Сыктывкара и что-то там 1,5, наверное. Ну да. Ну, в общем, ребята, около 2000 километров. Ну, самая дальняя и самая быстрая, да? Ты их преодолел, да. Вообще И круто. всё. Так что, ребят, все, мы немножко тут сейчас завтракаем и на лед. И скакиваем. Так, братан, ты давай, что у нас, какие действия вообще? 7:48, 9 будет расцветать. Да. Сейчас мы вяжем жерлицы, остатки. Да. Готовим, да? Сегодня ставим все полностью. Без палатки пока. С палаткой. С палаткой. Сегодня делаем полностью капитально все, да? Да. Ну, по-любому нам кормить надо будет из ильича все это дело. Надо выставить палатку. Да и вообще, чтобы там все оставлять, не таскать с собой. Ну, все равно надо посмотреть, как бы, обстановку, да, что как происходит. Сейчас идет посмотрим. Потому что смысл возить сюда все эти санки, все туда-сюда таскать. А так, получается, сколько примерно ты ходишь? 500? Да, километров, метров 400. Так, да? Ну, особо недалеко так тогда, по идее. Да хоть там недалеко, конечно. Можно вообще, я не знаю, просто вот как тогда я на Новый год поставил, вообще от берега стал ставиться вот так. Ну, точнее, я с середины пошел сюда. Ну, не середина, а и у берега щука хорошая брала. И сюда там ближе, там берет. Поэтому сейчас посмотрим, что цветет. Да, слушай, ну, у нас уже рассвело. У нас уже рассвело. Тут я не знаю, почему так в Москве тоже раньше. Ну, ты говоришь, у вас и темнеет позже намного, у нас раньше темнеет. У вас вообще короткий день, просто короткий. Готовим жерлицу, ребята. Вот. Паш, скажи, что лучше, двойник или тройник? 100% двойник. 100%, да? Да. От тройников ушли уже давно. Вот мне тоже пишут, ребята, я вот говорю, я 2 сезона отдал тройникам, я вот тройник больше не возьму вообще никогда в руки. Ну блин, много лужных поклевок. Живца срывает. Кто вот именно оставляет в ночь, как бы с ночевкой рыбачит, ну, мне кажется, двойник это самая тема. Да. Потихоньку начинает расцветать. Да, кстати, мы когда выходили, уже заметил. Вот они, ребята, просторы. Смотрите. Вот это водоемчик. Темно, еще не видно. А мы вот там живем, короче. Круто. Все, погнали, ребята. Наши городских поближе деревни, как говорится. Ближе к Москве. Судочка половить. Красота. Ну да. Там-то спокойно, а здесь на озере. Ну, это озеро или я вообще не могу понять, что это такое. Паша говорит, по центру идет русло. Там есть течение, из-за этого рыба здесь в конце постоянно двигается. Нет глухоземья. Вышка. Пашка палатку взял. Говорит, поставим, потому что ветер нафиг надо. Зашел, говорит, погрелся. Печку пока не завозили, ничего. Взяли самое необходимое. Вот туда, ребят. Поближе к судачкам. Погнали. Вот мы сейчас, вот моя точка. Угу. 200 метров еще. Еще 200 метров. По идее. Так кажется, да? Как будто... Это, опять же, это не первая была жерлица, это середина где-то. А, ну понятно. Плюс-минус отсюда не ставим. Ну где-то да, где-то начинать где-то отсюда, да? Ну, видишь, не в ряд как они ставим. Ну да, тут вот и ряд стоял. Мы ставим в разброс. А вот, братан, на Новый год, вот я заходил от Огоньков, как я рассказывал, Оттуда, да? по берегу прошел, я спинал был. И вот, ну, до нас я не доходил на такое расстояние, чуть ближе, и ловил. Короче, ловится, да? Да. В принципе, рыбка есть везде. Надо искать просто и все. Здорово. Водоем, конечно, мощный, блин. Большой. А мы еще вот нашли точку, вот где конец посадок, Ага. там за ними там ставили еще. Тоже там, да, были? Да, тоже сюда был. Угу. Ну, будем пробовать, что.
летом. Да ладно. Братан, я сейчас гляну, она может где-нибудь там в чехле веревка. Я не знаю, почему это натянут. Или ее достаточно? Нет, наверное, короткая. она короткая. Поставили палаточку так. Ну, от снега, от ветра. Потому что холодно реально. Тут все равно ветерок такой. Меньше снега попадает. Паша собирает жерлицы. Все готово у нас. Ну, в принципе, вот в этой локации будем выставляться, ребят. Ну там, да, палаточки стоят. Именно вот там. Лещика там смотрят. Вот такая сегодня и будет погода. Ни хрена не видно. Пасмурно и снег. Такое ощущение, что как будто вечер, а на самом деле только утро. Такая погода и будет. О, ребята, дали. Вот, кстати, тоже нормальный вариант. Многие вклеивают сюда флажок. Вон можно вот так добавлять. Да, не светится. Ничего страшного. Ну вот видите, такие жерлицы. Терминатор, как они называются? Не знаю, мне не нравится очень. Они высокие. Да, вот такого макара. Ну, на самом деле, да, жарится. Вот можно вот так спокойно засыпать, ребята, видите. И, соответственно, оставлять на ночь хорошие морозы. Ну, так она выглядит. Тоже все переделано, флажки, естественно, прошиты, проклеены. Потому что заводская, это вот сколько не стоит жерлица, ребята. Ну, проблема у них, я не знаю, почему они так они делают. Ну, как-то так. А так тоже, ребята, двойник. Те же двойники, помните, которые я оставил. Классные двойники на самом деле. Вот видите, все выставляются по-разному. Я, допустим, беру 3 лунки, подхожу, сумки достаю, выставляюсь. Кто-то вот именно вот сначала собирает жерлиц. Кто-то просто расходит, изначально выставляет их по льду, а потом только ходит, бурит рядом и выставляет. Все по-разному, как привыкли. Ну, как говорится, сумма от слагаемых не изменяется. Кому как удобнее. Вот так вот такие дела. Хороший, да? Серьезный. Я был
Ты когда ставишь, ты вот это, проверяй, чтобы он откроется. Потому что некоторые я, когда проклеивал, там клей, он чуть-чуть мешает. И старайся флагом ставить к палатке вот этим отражающим. Слушай, мы на какую-то глубину хорошую попали. А, ты ее не поставил? Там все готово, заведи. Там, братан, крайнюю делай, потом сюда пойдем. Понял? Хотел показать у Паши шуруповерт, ребята. Фон ВАК 6 ампер 21 вольт. Вот такой агрегат, ребята. Ну, батарейка мощная. Такая батарейка, конечно, хватит надолго посверлить. В такую погоду даже. Лед хороший, ребят. Здоровый лед. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Та-ра-ра-ра-ра-рам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну так как-то прям, ребята. Широко расставляемся, но по-другому никак. Тоже что смысл так разбуривать рядышком. Надо искать, а потом уже по сработкам будем смотреть. Потому что Паша и говорит, ну, одна-две жерлицы будут работать 100%, а остальные рядом молчать. Какую-то бровку будем искать. Ну вот так, сорим, ребята. Не видно нифига, далеко ходим. Палатку поставили. Ну там есть второй слой, третий слой еще отдельно. Это как типа летний вариант, пока установили так, чтобы от снега, если что, зайти. Ну, палатки там стоят, интересно, что ловят. И там, смотрю, мужики тоже выше. Что-то ловят. Судак, ребята, суточка охота хапнуть. Но он, зараза, ночной, блин, житель. Сегодня главное выставить все, а потом смотреть будем. Фу, ребят, ну что у нас? Какие дела? А дела такие. Здесь мы, ребят, поставили 15. На козырном месте. У Пашки, а. Там 5 штучек еще разведочных, ребят, ставим так очень-очень далеко. Но вилонки пробурил, не хватило, вернулся в палатку. В общем, будем искать. Я все посмотрю на жерлицы. Паша говорит, Андрюха, не смотри, говорит. Здесь, говорит, флажок редко очень надо увидеть. Это все, говорит, вечером, ночью происходит. Судак
Рыба такая. Сегодня, скорее всего, ребят, мы балансировать не будем, потому что меня уже рубит, я не могу стоять на льду, у меня уже нет сил. Мы пойдем сейчас обедать. Будем, наверное, немножко поспать. Покажу вам базу. Приготовим обед, покушаем и покемарим до вечера. Вечером придем, проверим жерлицы все. Может даже 2 раза сходим. Ну а завтра уже начнем рыбалку, ребят. Потому что тяжело заезжать. Вот так 13 часов в пути у меня получилось. И немножко не вывожу. Но я надеюсь, что судак порадует, ребята. Все у нас получится. Ой, нахожусь на эту рыбалку от души. Туда-сюда, туда-сюда. Так, если каждый день будем гулять, нормально. Походим. Да вроде вот недалеко база, ребята. А метров 500 стабильно есть. Туда-обратно. Смотришь, уже пару километров. И тут на льду пару километров. 5 километров за полдня. 5 километров еще за полдня. 10, в общем. Нормально намотаем. Хорошо. Доставляем, ребята, жерлицы. Сработочка. Есть сработка у нас там. Все, я уже вот так. Смотрите, ребят, какое расстояние беру. Раз. Метров 40. 2. Короче. Надо найти, ребят, тропу. Судаковую тропу. Потом будет понимание, где балансировать, по какой линии и так далее. Ну, загар есть. Придется возвращаться обратно туда. Интересно. Ну, щучка может, да. Паша говорит, щучка может выходить. К обеду она как раз, говорит, тут бывает. Гуляет. Ну, а так точка судаковая. Работаем командой. Хорошо вот с напарником окучивать. Искать можно, перемещать. Я вот набурил. Сейчас иду чищу. Дохожу до Паши. Подхватываю. И четко. Да, слушай, непонятно. Не. Непонятно, что-то оно. А нет, вон, смотри, есть. Да? Да, вон. Ну вот мелочно. Да, кто-то бодает, но. Кто-то бодает, хулиганит. Не может. Все понятно, ладно. Кто-то бодает. С Пашей поели, домашнего Пашка привез там курочка, оливьешка. Ничего еще не готовили, как бы. Паша с дома все привез, разогрели. Все, ребят, без задних ног, просто без задних сил. Красота здесь. Потеплело, оттепель. Все, ребят, просто падаю. Не могу, все вырубает, короче. Так что обзор, ребята, следующей части. Ну и проверка. В общем, отдыхаем до вечера, ребята, и идем рыбачить судака.
Дорога сделана, жерлицы поставлены. Все, я спать. Добрый вечер, друзья. Ну что, киморнули мы, поспали. Хорошо стало, блин. Только лег, все, глаза, бум, вырубило. Ну вот и сумерки, ребятки. Надо на лед бежать, смотреть загары. Сейчас самый выход судака. Самый выход судака, ребята. Ну и сейчас вот с местными поговорили. Надо кормить леща пару дней. Изначально просто кормить, а потом рыбачить. Вот, мы завтра будем этим уже заниматься. Ладно, одеваемся, наверное. Пойдемте, прогуляемся. Шикарно покемарили. Ох, погода, конечно, дрянная. Видите, вьюга. Ох. Так, друзья, ну что, мы добрались, уже, наверное, плохо видно. Ну, в общем, есть загары. Немного, но есть. Тут вроде загары. И вот там мы резервные ставили. Там тоже вроде есть. Посмотрим сейчас, что как у нас тут. Пробуй. Так, ребята. Первая полная вымотка. Снег уплотнился. Не мелкий щук, наверное. Одолевай. Нужно судака брать, братан. Ага. Ну что? Слушай, пока вообще даже грудного не чувствую. Вот, пошел. Ух ты! Да? Есть, братан, хороший. Хорошо. Блин, братан. Ну, судачок. Смотри, какая черновая, Понятно. чернявенькая. Крючок загнул. Ага. Слушай, ну где-то полтора точно есть. Нормально. Так, сейчас идет ночью. Вот такая, ребят, щучка у нас. Первый трофей. Первый трофей рыбалки. Да пока, наверное, бросай. Сейчас пойдем все продернем. Самая крайняя, ребята, у нас горит. Не знаю, вроде натянута леска. Да. Видишь, да? Да. Полный. Ну-ка, брат, может у меня рука это не судаковая, да-ка покажи. Давай. Как надо судака ловить. Попробуй. Боишься? А тут приехал за судаком, тут видишь, щучка клюет. Так, ставочки, ребят, делаем. Будет у нас, первый клыкасенький. Вымытка полная, это хорошо. Ну да. По-другому тут не может быть. Пока тоже не чувствую. Ага, что-то есть. Что-то идет. Слушай, ну похоже на судачка.
Да. Есть. Вот там. Есть, ребята. Небольшой, но... А вот он. Я говорю, надо чуть правее переставляться. Клыкастый, ребят. Такой грамм 800, нормально. Да. Вот тот самый край, который мы уходили, вот туда. Завтра будем смотреть, да, Паш? Да. Если что, ребят, будем тут... Ну, а что мы тут надолго? Найдем тропу все равно. Вот это вечерний первый. Все, класс. Локация, ребят, у нас третий загар, но здесь уже на нее были вот эти сработки холостые. Что-то непонятно здесь. Какая-то, наверное, мелочевка обитает. Нет. Ну, я понял, что нет. Живца посмотрим. Слушай, помотал чуть-чуть. Да, помотала, да, слушай, ну. Дорожка. Странно, что нет порезов. Что, неужели прям совсем мелко делать? Живая она, не? Непонятно. Ни хрена, мне кажется. Заменим, может, ее. Да. Ну вот, ребят, на этой локации 3 поклевки было. Судачок там крайний. И здесь щучка. Такая, смотрите, ребят, зеленая такая. Жирная, блин. Ну, под двушечку, наверное, будет. Ну, какая жаба. Зеленая. Ну и красавчик судачок. Первый, ребята. Первый красавец. Небольшой, конечно, но есть. Вот за кем я ехал сюда. Ну вот пока шли, у нас вот там, в той стороне, вроде загары виднелись, которые мы дежурные ставили. Пашка за инструмент пошел. Смотрите, как база, ребят, виднеется. Погода, конечно, страшная. Просто буря. Класс, первый день, ребята, уже с рыбой. Еще день не закончился, мы еще придем сюда. Ночью, ближе к 9, наверное. Но мы еще и там не посмотрели. Вот это я понимаю. Заезд. Хорошо не поленились, ребята, не легли спать. А сейчас бы только выставлялись. А сейчас мы уже вот с ребейкой, ребята. Такие дела. Этот живца побила прям хорошо. Ну ты говоришь, на этой точке редко, да, щука? Или как бы, ну, не редко? Берет, но редко. Ну вот, она что тогда я ловил, тоже вот левее брала щука. Угу. Вот она, я не знаю, как оттуда достать можно. Сейчас я достану. Пашка, короче, ребят, не заморачивается, он просто срезает. Да, а мучаюсь уже потом. Да, в общем, ну это, в принципе, нормальный вариант. Когда есть запасное, все, хопа. Ну, щучка хорошая, да. Ну она прям это. Так, что, новая локация, ребята. 2 подряд у нас стоят. Вымотка есть. Это хорошо. Это хорошо. Когда хорошо. Ну чё, Давай, клыкастый. поймай своего судака уже. Что там? Тишина? Тишина. Я говорю, ты вот чуешь, да? Ну, блин, странно. Ну, живет, чувствуется, есть. Пошаркала, вон, смотри-ка. Угу. Вон, клык. Угу. Видишь, дыра? Да. Да нет, не рабочий. Замена. Да, мы потом в 11 идем, когда поставим плоту. Если что. Сейчас пока заряжать, что есть. Давай смотаем. Мимо пока. Ну, вымотало полностью, смотри. Да. Выплюнул, Вот у блин. меня вот, я же тебе говорю, вот на Новый год 2 так было. Почему-то я очень удивлен был тоже. Чем прийти с плотвой? На ночь плотву надо ставить.
карасика. Либо это, либо... Походу подряд шла, слышишь? Да. Сразу подряд. Сидит. Есть, да? Ну, такой неплохой что-то. Неплохой? Да. Ничего себе. Может, так кажется, судачок. Судачок он не сильно бодается. Сюда пошел. Сюда, наверное. Ага, нет. Наверное, щучка. Щучка. Пошел, понимаешь, мне так казалось, что прям это. Рука еще не набита. Вот она, ребята. Здесь щучка хулиганит. Да. Такая 800 грамм. Красивая щука. Так. Леска тонковатая еще, когда тащишь. Ну да, да. Мне кажется, это. Есть такое дело, но. Так, ну 3 рыбки с проверки. Нормально. Нормально пойдет. Сначала пойдет. Вот такая. Тощая, худая, длинная. Красотка. Да? Там еще, друзья, у нас сработочка. Через одну. Нашли мы тут щучью тропиночку. Жарится новая. Еще не этот. Мы их потом доведем до совершенства. Так, леску не натянут. Пойму почему. Тут мелкий щукарь может хватать. Что там? А ну. Тишина опять? Да, живец есть. Да что такое? Мелкая щука тут возможно. Походу мелкая, да. Да, щучка. Ага. Тут, возможно, надо чуть подальше вот так будет и кинуть. Мне кажется, братик, тоже у нас Очередная есть. У нас щука обливает, мне кажется. Да, мне кажется, да. Но там на глубине тоже флаг стоит. Вот там, да, там вот. Думаю, что возможно. Сейчас тут тоже натяжки вообще нет. Либо она тут где-то тусуется. Что-то есть. Есть? Что-то, да, небольшое. Что-то есть. Ну, Щучка. ну ты главное достаешь, слышишь? Щучка небольшая. Ну, нет. Нет. Клыкастый, брат. Опа! Большой. Вот он, ребята. Красавчик. Да. Не большенький, но наш. Смотрите какой. Как он, да, это расщепился. А берши есть тут, братан? А? Чё? Берши есть? Не знаю. Тут смотри, вон с краешку. Угу. Отпустим его, не? Ну тогда там, ну как скажешь. Мне надо наловить. Ну это нормальный едовой судак? Да, почему нет? Нормально, да? Да, конечно. Сколько этот, как его? Есть тут какое-то ограничение? Или нет? Не знаю тоже. Все понял. Берем. Берем, ребята, берем брат. клыкастую. Вижу, надо сюда. Ну вот, ребят, смотрите, бронза какая, а? Красота. 2 клыкастых, 2 щучки. Нормально, собираем. Еще не все, еще загар есть. Красота, ребята. Но пока Пашка достает, я пока... О, какие, ребята. Вкуснятина. Пробуй. Судак тут я не раз так ловил. Ну, помотала, слышь, смотри. Ну, да. Судака я не раз ловил. Не раз, когда вообще не было. Оп.
Катается так интересно. Скорее всего, щучка. Хотя и непонятно. Да. Да. Привез я, короче, ребята. Сюда щук. Ни одного не достал еще. Вот такая, смотрите. Травяночка. Чистенькая, красивая, без пиявок. Ох. Ну вот, пожалуйста. Все там у нас. На карася взяла. Ну вот, отстрелялись. Отстрелялись. Фу, прибыли, ребята. Ну вот, результат наш. 2 судачка, такие ушечка. Грамм 700, наверное, под двушку. Щучка, ребята, и 2. Ну, это где-то 900, наверное, 800. На улице тепло. Но будем надеяться, что рыбка потихоньку будет промораживаться. К концу рыбалки должен здесь весь стол, ребята, быть. Опять нянчимся живцами. Нянчимся. Сейчас отогреваю компрессор. И будем опять размораживать. Сейчас 2 кана занесли. Вам перельем. И под воду компрессор. Вот тут беседки. Все равно мерзнет, конечно. Ну а как потом? Как-то так. Ну вот, ребят. Начало есть. Конец будет. Такая беседка здесь типа мангальная рядом. Шашлычок можно делать, сидя здесь. Хорошо. Что сказать, ребята? Да ничего не сказать. Самое интересное, ребят, наш любимый ютубчик даже здесь есть. Есть, в общем, интернет, ребята, телевизор. Вот сидим, ютубчик смотрим. Доедаем, ребята. То, что Паш привез с дому, надо доедать все это. А уже потом будем готовить, что-то такое делать. Время у нас 18 часов, 6 часов. Уже 7 даже получается. Вот так. Такие рыбацкие будни, ребята. Красота. Балдеем вообще. Чаечек поставили. Сейчас поменяли воду в кан. Сейчас все затарим. Все нормально у нас. Порядок, красота. Погода. Пурга, метель за бортом. Ну, тепло. Все, я уже, ребята, постелечку себе приходовал. Ну, вот днем спали здесь. Так просто валялся. Вот, надо заправить будет по-хорошему. И вот тут буду балдеть на диване. Красота. Душ есть, можно сходить. Потею, кстати, хорошо. Вот сейчас вот гуляем с Пашей. В телефоне Паша смотрит шаги. Так нормально наматывается, реально. Приеду стройный, короче. Побегал, потому что вот пот, тепло. И ходишь. Плюс, ну, все равно по снегу неудобно немножко. Так что хорошая зарядочка будет за рыбалку. Будем ходить. Красота.